Турция является, в принципе, излюбленным местом и направлением для туризма у россиян. Почему вы думаете, что татары плохо знают Турцию, турецкую культуру, турецкую историю? То есть татары могли руководить османским государством. Как, в принципе, можно попробовать определить степень нашего родства с турками? Это два брата одной матери. Приветствую подписчики, зрители, комментаторы YouTube-канала «Татары мира». Сегодня у нас в гостях Абдурауф Хазрат Забиров, имам мечети Миргазиян у нас в Казани. И мы сегодня будем обсуждать, разговаривать, думать над книгой, которая называется «Османское государство. История, институты и выдающиеся личности», которая была написана Абдурауф Хазратом в конце прошлого года. Поговорим мы не только о самой книге, но и, конечно же, мы затронем вообще широкий комплекс вопросов, тем и проблем, которые связаны с Турцией, отношением к Турции. И также познакомимся с самим Абдурауф Хазратом. Абдурауф Хазрат, сямисис. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха, его божественную благодать. Сизгадай сямисис. Абдурауф Хазрат, расскажите, кто вы, откуда, вообще, что интересное можете сказать? Абдурауф, сын Абдул-Кадыра Забиров. Я родился в 1971 году в городе Баку, в татарской семье. Они являются выходцами из Пензенской области, вернее, из юго-восточной части Пензенской области. Отец, он родом из села Бикмасеевка, Бикбулат, а корни моей мамы — это село Алиево. Это тоже юго-восточная часть Пензенской области, там несколько километров разделяет эти села, они соседние села. Вот я родился в 1971 году. Образование религиозно-начальное я получил у шейха Аббас Хазрата Бибарсова. Он с 1985 года по 1990 годы был имам-хатыбом мечети Аждарбек. Это соборная мечеть, которая располагается в городе Баку. Вот недавно ее реставрировали, она еще приукрашена, преобразилась. Вот я там посещал его занятия. Как мы оказались именно в Баку? Отец моего отца, дедушка Юсуф, сын Абдуль-Халика, он прошел религиозное обучение в трехступенчатом медресе шейха Хабибулла Хансеварова, это Ульяновская область. Там у них срок обучения был 15-25 лет. И его родной брат Шахидулла Хазрат тоже там обучился, получил знания достойные, серьезные. Но мы знаем, что после революции 1917 года, когда большевики пришли к власти, начались репрессии, гонения на ислам. Вот у него, у дедушки, было свое хозяйство в Бикмасеевке. И вот пришли и раскулачили, отняли дом, вырезали яблоневый сад. И 25 детей, отец был 25-м ребенком в семье, выбросили на улицу. И если кто-то примет, они тоже являются врагами народа. А родного брата, Шахидулла Абына, дедушка, родного брата моего дедушки, его репрессировали, то есть в кандалах, наручниках, на снегу, босиком. НКВД его как бы расстреляло за пропаганду ислама. А мы вот родились в Баку, получили образование вначале у шейха Аббас Хазрата Бибарсова, затем учились в Уфе, в Казани и в других исламских учебных заведениях. Я по просьбе моих односельчан был имам-хатыбом мечети села Алиево, первой мечети, потом еще несколько мечетей мы с односельчанами построили. Там по возвращении из мадресе организовал курсы по изучению ислама, потом по своей авторской программе в средней школе преподавал ислам, вел радиопередачи. А что за радиопередачи? Беседы об исламе двухнедельные, 45-минутные. Потом, это какая-то радиостанция была? То есть было местное радио, которое покрывало более половины Неверкинского района Пензенской области. Затем я был избран имам-хатыбом Пензенской соборной мечети. В 1998 году был избран первым заместителем муфтия Единого духовного управления мусульман Пензенской области. А муфтием был Аббас Хазрат Бибарсов. И вот вместе с ним мы служили на пути Аллаха вот до того, как он покинул этот мир в 2012 году. Я был его учеником, шейха Аббас Хазрата Бибарсов, который был учеником Насибулла Хазрата,
Он был преподавателем медресе в Усть-Узе сроком 12-летнего обучения. А он же был учеником шейха Насибулла Хазрата, шейха Шахмардан Хазрата. То есть у нас вот такая как бы преемственность поколений. Затем мы сами были избраны муфтием. Потом я вот деятельность начал уже 6-й год, я нахожусь в городе Казани. А как вы, кстати, в Казань перебрались? То есть каждый человек, чтобы реализовать данный Аллахом потенциал, он нуждается в среде, в условиях. Я думаю, что для реализации моего потенциала мне необходим Татарстан, город Казань, потому что Казань является как и духовной, исторической, культурной, политической, экономической столицей татарского мира, не только Республики Татарстан. У каждой вещи есть свое сердце. Сердцем же татарского народа является Казань. Просто татары за пределами Татарстана, наверное, не могут похвастаться своим положением, всеми теми условиями, возможностями, которые есть у татар в Татарстане. Вот как так получилось? В принципе, вот то, что вы говорите, вы, значит, как бы выбрали позицию сильную, и все-таки почему именно Казань? Ну, во-первых, в Казани я в свое время учился. В Казани у меня есть друзья, знакомые. И после того, как я переехал в Казань, я начал свою деятельность с учебного процесса, продолжил издательскую деятельность. Я создал фонд вместе со своими учениками, друзьями, благотворительный фонд поддержки исламской цивилизации, науки и образования имени Саида Кул-Шарифа. И в рамках этого фонда у меня появилась возможность реализации серьезных проектов. Мечеть Миргазиян, что это за мечеть? Можете рассказать, как вы стали имамом этой мечети? Мечеть Миргазиян, она имеет свою историю. Есть книга, посвященная этой мечети, которую написал один из прихожан нашей мечети, кто в то же время является председателем Совета Шуры Аксакалов Республики Татарстан, Рауф Ибрагимов. Миргазиян Хазрят, он сам из Самарской области, он сюда переехал, в свое время основал приход и мечеть. То есть я думаю, что вот как раз будет причина и повод для наших зрителей приблизиться к истории этой мечети. Она очень интересная. Хорошо. Абдурахман Хазрат, вот вы написали книгу. Книга очень, чувствуется, такая фундаментальная. А что привело к тому, что вы вдруг задумали, решились написать эту книгу? Это вообще нормально для вас писать книгу? Это 8-я книга по счету. Первая книга называется «Энциклопедия норм и правил ислама» в свете 4 мазхабов. Она выдержала 4 издания. Сейчас я готовлю еще 5-е издание. Я еще собрал материалов на 150 страниц. Она была 832 страницы, где-то около 1000 страниц будет. Она очень широко распространена на территории Российской Федерации и в Поволжье, и в Крыму, и на Кавказе, на Северном Кавказе. Я написал книгу, посвященную жизнеописанию пророка Мухаммеда, алейхиссалям, двухтомную. Это «Сиратун Набавия», на русском языке двухтомник. Потом книга «Тафакур», размышления о человеке, о Коране, о Вселенной. Это против атеизма, который здесь очень сильно распространяли огнем и мечом. Также есть книга, которая именуется «Торгово-экономические отношения в исламе». И вот на татарском языке, приуроченных к столетию Республики Татарстан, мы выпустили книгу, посвященную жизни нашего пророка, алейхиссалату вассалям, Аллахның сүйіклі Расуле Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Мекке һәм Мәдинә чоры. Возлюбленный посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, Мекканский и Мединский период. И вот в прошлом году, в конце прошлого года, в декабре, мы как раз презентовали книгу, посвященную Османскому государству. То есть Османское государство, история, институты и выдающиеся личности. Вот эту книгу мы написали по той причине, есть причины. Вы говорите, эту книгу мы написали, несколько авторов Ну, писали? Я имею в виду, с помощью Аллаха, Всевышний Аллах ведь дает знания. Идея о написании этой книги у меня родилась в 2005 году, когда я впервые посетил Турцию. Во время моего визита в Турецкую республику я посетил очень много городов, в которых я посетил
много культурных, исторических памятников, связанных с османским государством. И пришел к выводу, что, к сожалению, мусульмане Российской Федерации, татары, они далеки от этой культуры. Они ее не знают. И я поставил перед собой цель, что необходима такая книга. Я посетил, во время визита в Турцию, я посетил музей Топкапы в Турции, Долма-Бахчасы, Йылдыз-Сарайы, Бейлер-Бей, посетил могилу сподвижника пророка Абу Аюб аль-Ансари, посетил могилу султана Фатиха и его мечеть, султана Сулеймана, султана Баязита. Также посетили мы город Бурсу, могилу Осман Гази, Орхан Гази, музеи посетили, исторические места. Я посетил город Сюгут, где находится могила Эртугрула Гази, отца, основателя Османского государства. Город Беляджик, где находится могила духовного архитектора Османского государства шейха Адабалы Хазратлари. Также Конью посетили. Турция является, в принципе, излюбленным местом и направлением для туризма у россиян. Почему вы думаете, что татары плохо знают Турцию, турецкую культуру, турецкую историю? Ну, турецкая культура — это не только культура Республики Турция. Ведь турецкая культура — это культура османского государства. Мы знаем, что османское государство — это государство-долгожитель, которое просуществовало 623 года. Как империя? Вначале это был бейлик, княжество. Мы знаем, что 400 шатров племени Кай, они из Средней Азии сделали хиджру, переселились на территорию Анатолии, Анадолу. И вот все началось с этих 400 шатров. Это был бейлик, который стал султанатом, а потом новый статус. Это уже халифат. Мы знаем, что султан Салим, он уже был халифом. Не просто султаном османского государства, он был халифом мусульман. И сколько? 25 миллионов квадратных километров территории, 623 года это государство просуществовало. Какие самые знаковые личности вы можете выделить из вашей книги, потому что ваша книга также посвящена еще и историческим личностям османского государства. Кого мы должны запомнить? Ну, мы должны запомнить Эртугрула Гази. Хотя он не был основателем османского государства, но он был отцом Османа Гази. Вот о нем мы говорим. А почему мы должны запомнить, что он такого сделал интересного для татар и выдающегося? Во-первых, Аулия Чаляби — это путешественник, историк османского государства, у которого есть многотомный труд «Сияхатнаме». Когда он посещал могилу Эртугрул Гази, он увидел, что большинство посетителей — это татары. Он спросил, в чем причина? Почему вы, татары, больше всех посещаете могилу Эртугрула Гази? Они ему ответили, что это наш родственник. И он начал тему эту изучать и пришел к выводу, что Эртугрул Гази является татарином. И вот приложение в этой книге есть. Оно нам как раз говорит о взаимоотношениях османского государства с татарами Средневековья, о взаимоотношениях османского государства с Золотой Ордой, с татарскими ханствами. Новый научный взгляд на происхождение племени Кай. Когда я писал эту книгу вначале, я обратился к патриарху татарской этнологии, Джабалю Тарих, я его именую, гора исторических знаний, которая имеет за собой более 600 академических научных трудов, более 30 книг, которые не на 10, 20, 30 лет, а на столетия рассчитаны. Это Дамир Исхаков, человек, который обладает стратегическим мышлением. Я попросил его написать труд, посвященный племени Кай. И вот он в течение года это сделал, альхамдулилля. И там именно сказано, откуда это племя, что за племя. И он тоже высказывает версию интересную, что именно племя Кай является, они это восточные кыпчаки, кымаки. И мы даже посмотреть, вот на территории Татарстана есть районный центр Кайбич. Это все их территория? Да, альхамдулилля, то есть это племя и корень и здесь осело. И вот они именно были во главе османского государства. То есть татары могли руководить османским государством? Когда Крымское ханство вошло в состав османского государства,
был такой пункт, что если семья Османа прекращает существование, то во главе османского государства именно Крымское ханство, то есть выходцы из Крымского ханства становятся. Это говорится о родственных отношениях. Почему есть интерес у татар, и у россиян, и у мусульман к Турции? То есть в Турции живет тюркский народ. Это родственный нам народ. Мы знаем, где-то 65 диалектов тюрки есть, 300 миллионов жителей планеты — это тюркский мир. И вот это нам близкий народ. Есть историческая близость, связи исторические. Потом мы, мусульмане, сунниты. Как Мухаммед Мурат Рамзи говорил, что мусульмане, которые здесь живут, они сунниты, в акиде они матрудиты, в деяниях они ханафиты. И они никогда не были еретиками. Здесь близость есть духовная. И Турция сегодня является самой сильной, мощной мусульманской и тюркским государством. Но еще, конечно, у россиян есть интерес и к турецкой кухне, и к пляжам. Абдурахман Хазрат, вы вообще встречали, будучи в Турции, что все-таки в этом обществе есть такая серьезная дискуссия между, как сказать, кемалистами, да, сторонниками Мустафы Ататюрка, да, Кемаля Ататюрка, и, наверное, людьми, как их назвать, мусульманами, правоверными, да? Вы заметили такую дискуссию? И как это влияет на отношение татар к Турции? Вам не кажется, что татары, когда определяют свое отношение к Турции, они тоже говорят, мы Эрдогана поддерживаем, а мы за идеи и принципы Кемаля Ататюрка? Что по этому поводу думаете? По поводу сказать, да, в Турции есть, конечно, два лагеря основных. Это те, кто считает Турцию наследником османского государства. А есть те, кто считает, что Турция должна свой путь взять. И есть те, кто считает, что Турция должна отойти от ислама. То есть идея Кемаля Паша. Это есть в Турции, конечно. Ваше личное отношение к этому? Наше личное отношение, то, что Эрдоган сегодня является, Раджаб Тайип Эрдоган, он тоже наш коллега, он тоже имам Хатиб, одно из его образований — это исламское образование. Это человек, который благодаря исламским ценностям очень много дал Турции. Турция сейчас мощная региональная держава. И те проблемы, которые были до него, экономические, социальные, они очень страшные были. Он очень много привнес и дал Турции. И этот человек, который был воспитан именно на исламских ценностях, и ему не чужда исламская культура, османская культура. И мы это видим, и он уважаемый человек не только в Турции, да, не только мусульмане Турции, весь тюркский мир, исламский мир считает сегодня его своим лидером. И посмотрите, это новая точка сбора, новая книга, которая была в прошлом году, в сентябре, презентована на нескольких языках мира, что мир может быть более справедливым. Очень интересные идеи. Они приемлемы не только мусульманам, но и разумным людям планеты. Абдурахман Хазрат, когда вы писали эту книгу, в моменте подготовки материала, да, что вас очень сильно впечатлило, не знаю, может быть, наверное, сравнимо с тем, что вы для себя Америку какую-то открыли, хотя вроде бы как все про Турцию знали, все вам было понятно. Есть исламская цивилизация, и есть субцивилизация, это тюркская цивилизация. И на вершине, да, на апогее высшей точки этой цивилизации располагаются или находятся два государства. Это Османское государство и Золотая Орда. То есть Османское государство — это государство, которое достигло апогея человеческой цивилизации. Почему некоторые не могут именно понять Османское государство? И посмотреть на Османское государство, ведь во время Османского государства, описывая институт Османского государства, мы там описывали и институт вакфов, благотворительных организаций. У них были благотворительные организации,
которая заботилась о перелетных птицах, о животных. У них были целебницы, в которых они при помощи музыки лечили больных. Это говорится о том, что это на самом деле было центром цивилизации. Это государство было цивилизованное. И нам, современным людям, есть много чему поучиться и перенять у этого государства. Какая личность, ну, Эртугрул, да, на вас произвел впечатление? А можете еще выделить какую-нибудь личность? Потому что, по-моему, Эртугрул — это еще и главный персонаж турецких сериалов, которые сейчас очень много смотрят. А что остается вне нашем пока еще фокусе внимания? Что интересно, Эртугрул Гази, его сын Осман Гази, и вот эта семья как бы представила 10 выдающихся руководителей. Это или же ты можешь править страной, или же ты не можешь. Это гениальные руководители. Вот этим они выделяются. Здесь многие султаны, они очень интересны. Такие, допустим, как султан Фатих, который является освободителем Константинополя, который исполнил завещание пророка Мухаммеда, алейхиссалату вассалям. Он говорит: «Ла туфтахунналь Константиния, фаля ни'маль амиру амируха, валя ни'маль джайшу залика джайш». Воистину, Константинополь будет завоеван. И как прекрасен военачальник, и как прекрасна армия, которая завоюет этот город. И вот в возрасте 21 года он покорил Константинополь и превратил его в город Стамбул. Это уже стало империей. А потом султан Салим стал уже халифом османского государства. Они очень интересные личности, выдающиеся личности. Ябхаттана ва тунфидуль амваль ва ликулли вактин давля ва риджаль. Слава уходит, имущество расходуется. У каждого времени есть свои мужчины, молодцы, и свои государства. То есть эти личности удивительные. Чем отличается эта книга от других книг, написанных по османскому государству? Здесь мы представили именно исламскую составляющую. Мы попытались раскрыть исламскую цивилизацию в полной мере. Эта книга не написана евроцентристами, ориенталистами, востоковедами, исламофобами, тюркофобами и татарофобами. Здесь исламский взгляд на историю, исламская методология подачи материала. Вот она этим отличается. А в Татарстане это первый труд, посвященный османскому государству. За всю столетнюю историю Республики Татарстан подобной книги не было. Развенчивает ли ваша книга какие-нибудь стереотипы, заблуждения, шаблоны нашего восприятия Турции, османского государства, османов? Естественно, потому что в течение последних 100 лет очень много грязи, негативной информации выливали на это государство. То есть пытались представить ее в другом свете. А кто вот эти силы, может быть, какие-то другие государства, которые... Прежде всего англосаксоны. Потому что империя, над которой не заходит солнце, именно столкнулась на геополитическом пространстве с османским государством. То есть оно им мешало. А османское государство было оплотом ума. Это последнее мусульманское государство на планете, которое защищало интересы мусульман, потому что руководитель османского государства был халиф всех мусульман. Яркая личность — это султан Абдуль-Хамид хан хазратляря. А что касается вот сериалов, сейчас, например, про Эртугрула Гази есть, про Осман Гази, потом «Великолепный век» про султана Сулеймана, потом «Пайтахт Абдуль-Хамид», посвященный султану Абдуль-Хамид хану II, потом про Хайраддина Барбаросса, который был адмиралом Османского флота. Но невозможно познать историю через сериалы. Ведь история — это память народа и его национальный опыт. Человек, который изучил столетнюю историю, он как будто 100 лет прожил. История многому учит. История, она повторяется. История, она вдохновляет. Тот народ, у которого богатая история и будущее богато. Человек, который не знает историю, он дальше кончика носа ее не видит своего, и под носом какие ловушки есть, туда попадается, и с этим народом заигрывают, и часто делают жертву политических игр. И наш любимый пророк Мухаммед, алейхиссалям, говорит, описывая Коран: «Фиги хабару ма каблякум». В Коране в нем есть весть о том, что было до вас. Если взять священную книгу,
последнее писание, откровение Творца, благословенный Коран, то 1/3, thuluthul Коран, нам говорит об истории пророков, имена 25 пророков упомянуты, о управителях пророков, царях у пророков, просто о праведных управителях, таких как Зулькарнайн, Талут, о царях, деспотах, тиранах, таких как Намруд, это вавилонская цивилизация, такие как фараон, это Египет, о праведниках, говорится о событиях исторических, о племенах, о врагах Аллаха. То есть история — это очень важная наука. Что вы можете сказать вот на эту очень широкую увлеченность турецкими сериалами у нас в России? Почему вдруг даже не татары, не мусульмане, да, там, русские заинтересовались этим сериалом? У вас есть какое-то объяснение? Вы думали над этим? Ну, здесь же в основном, да, там все-таки есть исторические ляпы, но эти же личности были. Это не Бэтмен, это не Человек-паук. Здесь были реальные исторические личности. А, к сожалению, в других сериалах мы это не видим. Это вымышленные персонажи, высасывается из пальца информация. Ну, как говорится, мыльные оперы, они неинтересны, а здесь все-таки очень много есть фактов исторических. Да, эти фильмы, но есть исторические факты, которые никуда не деть. И эти живые истории, живые личности в истории, они очень интересны. В современном медиаполе, да, есть определенные такие настроения, их можно определить так. Очень большие сомнения на то, что вот татары очень хорошо относятся к туркам. Можно сказать, даже какая-то, наверное, туркофобия. И здесь вот непростые внешнеполитические отношения тоже накладываются, да, Россия, Турция, там сбитый летчик. В то же время вот Татарстан активно работает с турецкими инвесторами. Вот вы же тоже эти самые все новости читаете, которые связаны с нашими отношениями между Россией и Турцией. Вот что вы можете сказать, наверное, вот этим вот скептикам, которые призывают не дружить с Турцией? Татары не могут быть тюркофобами. Татары сами являются частью тюркского мира, это первое. В основе любой цивилизации лежит религия. Да, мы татары, граждане Российской Федерации, но мы представители исламской цивилизации. Потому что если посмотреть на русскую цивилизацию, в основе русской цивилизации лежит ортодоксальное восточное христианство, это православие. А с кем дружить, кого любить, это наше право. Я считаю, что эти московские чиновники пусть учат лучше своих жен, как щи варить. А мы сами будем выбирать, с кем дружить, с кем строить отношения, кого считать братьями, с кем сотрудничать. А с Турцией сейчас связывает очень много. Да, есть определенные круги, которые вектор внешней политики хотят поменять. Есть определенные лобби здесь серьезные, да, которые, именно используя свой потенциал, пытаются сеять семена исламофобии и тюркофобии в обществе. Но они нам не указ. Они нам не указ, они нам не авторитет. И вот эта оголтелая пропаганда на нас не действует. У нас, Аллаха шукур, есть знания, мы можем анализировать, мы можем отличать, что такое хорошо, что такое плохо. Они нам не учителя, не поводыри, не наставники, не лидеры нашего мнения. Пусть они своих людей воспитывают, пусть они своих детей воспитывают, которые безвылазно живут за границей, так называемые патриоты. Посмотрите их недвижимость, где их дети, где учатся, где живут. Здесь пару раз в год приезжают на фотосессии. Они, что ли, нас хотят учить патриотизму? Мы здесь являемся коренным автохтонным народом. Мы знаем, что татары, они построили великую империю. Это Золотая Орда, от Бухары до Бухареста, от Алтая до Крыма, от Казани до Дербента. И наследниками Золотой Орды были татарские основные государства. Это Крым, это Казанское ханство, Крымское ханство, Астраханское ханство, Ногайская Орда, Тахтуль-Аля, Большая Орда, тоже Узбекское ханство и Казахское ханство. То есть мы живем на своей земле. У нас есть своя культура, своя цивилизация, своя религия. То есть мы не, извините за выражение, не слепые котята и годовалые щенки, чтобы нами рулить. Это время ушло в небытие, альхамдулилля. И они должны принять реальную действительность, что татары — это народ,
не кишлакского уровня создания и не уровня ущелья, который мыслит на уровне ущелья. Это имперский народ, который правил многими народами, который создавал цивилизации, который правил тем же Египтом, мамлюкское, посмотреть, государство, тоже Усманское государство, Золотая Орда, та же Индия. Мы знаем, что Никитин, Афанасий, который первый среди русских посетил Индию, вот он свои путевые записки, 1/3 было написано на татарском языке, он татарский язык там выучил, и 1/3 трудов его на татарском языке было. И официальный язык, язык дворца был татарским языком. И вот эти политтехнологи, да, хотят, что ли, нас обуздать, на нас кататься и погонять, что ли, нами. Пора проснуться. Халь асбахмум, вы разве еще не проснулись? Я задаю им вопрос. Мир меняется, но Аллах, дав душу нам, ванафахту фихи мин рух, как говорит Аллах, ему вдули в душу, дал душу татарскому народу и вместе с этим дал потенциал. Никто у нас этот потенциал никогда не отнимет. Мы будем строить отношения и с русским народом, он является нашим соседем, то есть у нас очень много исторических, если посмотреть на историю, то есть мы прошли серьезный путь, тяжелый путь, иногда кровавые столкновения были, мы из этого выводы должны делать. Мы живем в Российской Федерации, многоконфессиональной, многонациональной стране. Татарский народ является вторым по численности. Мы в этом государстве рано или поздно займем достойное место, которое мы заслуживаем с точки зрения истории, с точки зрения культуры, с точки зрения нашего экономического, духовного потенциала. И среди татарского народа есть эксперты, есть и аналитики, и политологи, и представители других аспектов науки, которые сами знают, как им быть. Мы же не рабы, мы не халуи, никогда мы не были крепостными. Мы свободные люди. Тот, кто является рабом Аллаха, он не должен быть рабом себе подобных. Вот наш посыл некоторым московским чиновникам и пропагандистам. Правильно ли я делаю вывод из вашего заявления, то что татары сами вправе выбирать себе тех, с кем дружить, кому хорошо относиться, кому плохо относиться, и Турция, это, в принципе, является нам братским, близким народом, с кем, наверное, у нас связаны очень сильные узы исторические. Ну, конечно, и если посмотреть даже с точки зрения военной, посмотрите, какое на уровне военное сотрудничество Российской Федерации и Турецкой Республики есть, экономическое сотрудничество есть, потом культурное сотрудничество, тот же туризм посмотреть, даже та же недвижимость. Сколько россиян сейчас являются обладателями недвижимости в Турции, а там почти миллион жителей Российской Федерации, то есть они сейчас себя считают и гражданами Турции и России, а кто-то пытается там в клин вбить. Это естественный процесс, плюс они наши соседи. И как сказал Дмитрий Песков, он тюрколог по образованию, он пресс-секретарь президента Российской Федерации, заместитель руководителя администрации Российской Федерации, он тюрколог по образованию. Ведь Россия тоже является частью, или же, если даже не центром тюркского мира, Алтай, родина всех тюркских народов. А что вы скажете на такой момент, что Турция является членом НАТО, и у нас сейчас очень серьезные ведь дискуссии по поводу того, что там хочет НАТО от России и в Европе? Но мы знаем, НАТО сейчас в чьих руках. НАТО является сегодня не самостоятельной организацией. Во главе НАТО находится мощная империя зла, это Соединенные Штаты Америки. Мы знаем военный бюджет этой страны. Это самый крупный, более 700 миллиардов долларов. У них 800 военных баз есть. И когда Варшавский договор был ликвидирован, ушел в небытие, НАТО продолжила, то есть Америка через НАТО продолжила свое влияние. А ихние, как говорится, ракеты, они сейчас уже приближены к нам. Здесь уже сейчас даже в мире все новости говорят о противостоянии Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки. Вопрос ведь противостояния этих стран,
Потом тот же Китай примерно, это же мощная страна, по экономике посмотреть. Здесь очень серьезная игра ведется. И только Всевышний знает, чем она кончится. А вот еще в игре есть еще уен и ченда уен. Иногда в какой-то игре еще есть одна игра. Вы думаете, это Турция ведет эту игру? Ну, я думаю, что не Турция ведет. Турция свою позицию обозначила. Ей этот конфликт не нужен. Руководитель Турецкой республики Раджеп Тайип Эрдоган даже предложил свои услуги в качестве посредника. То есть они не хотят пролития крови между россиянами и украинцами. Это же в основе фактически славянские народы. А сейчас вот Америка туда втиснулась, Европа туда тоже втиснулась, проамериканская Европа. То есть в воздухе пахнет железом. В воздухе пахнет железом, может вспыхнуть конфликт. Сейчас они еще там пригрозили, что определенную группировку Соединенных Штатов Америки они в Прибалтику перебросят. Сколько там их тактического вооружения, боеголовок. То есть, и две страны все-таки мощно, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, это две страны, которые обладают самым большим на планете ядерным арсеналом. И Америка, то есть это серьезная сила, это серьезная экономика, ведь чтобы вести войну, здесь еще нужна экономическая база. То есть здесь, я думаю, что мир, он не будет таким, каким был после 1945 года, после образования Организации Объединенных Наций. Он должен быть более справедливым. Иногда механизмы вот эти, да, они не решают проблемы, а усугубляют. Сейчас нужен новый механизм, который бы научил, в том числе и супердержавы, к искусству сосуществования. Я думаю, им есть чему поучиться у османского государства. Возвращаясь к татаро-турецким отношениям, представим наши тюркские государства одной большой семьей. Вот в этой большой семье, условно, татар и турк, кем они друг другу приходятся? Двоюродные братья, близнецы, один старший брат, другой младший брат. Вот как, в принципе, можно попробовать определить степень нашего родства с турками? Вот вы упомянули сбитый самолет в свое время, да, который стал причиной временного охлаждения отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Вот в это время президент Республики Татарстан Рустам Эфенди Минниханов сказал: турки не только наши союзники, они наши братья. Ведь нас сближает религия, язык и культура. Это два брата одной матери. Где можно найти вашу книгу? Как можно ее приобрести, если она в интернете? Эту книгу можно приобрести в нашей мечети Миргазиян, город Казань, улица Декабристов, 111. Будет информация в описании под видео. А в магазинах нельзя будет найти как-то эту книгу? Ну, тираж книги, он небольшой. Сколько тираж? 500 экземпляров, 736 страниц. В этой книге в том числе есть иллюстрации. Пользуясь случаем, я хочу за эти иллюстрации поблагодарить Искандара Измайлова, доктора исторических наук, который предоставил нам эти иллюстрации. Все мои книги, они большим тиражом выпускались, 3000 экземпляров, несколько изданий выдерживали, но настолько у нас хватило средств, чтобы выпустить всего 500 экземпляров. То есть, в принципе, с публикацией этой книги она уже фактически становится библиографической редкостью. За всю столетнюю историю Республики Татарстан это первый труд, который посвящен истории Османского государства. Это своего рода тоже историческое событие, как об этом сказал Дамир Исхаков. Прямой вопрос. Сколько может стоить эта книга? Ну, мы очень много средств затратили на эту книгу. То есть очень много средств затратили на эту книгу. Она нам дорого обошлась очень. Здесь все-таки научные труды. Вот купить, чтобы прочитать эту книгу, это сколько? Стоимость 2000 рублей. Абдарух Хазрат, наверное, уже последнее слово. Что можете пожелать будущим читателям этой книги?
хочу, чтобы эта книга принесла вам пользу в вашей жизни, в вашем духовном росте. И взять больше положительных примеров от наших предков, которые были реальными историческими личностями, которые делали историю, которые оставили великое наследие. Вот этот аманят мы должны от них воспринять. А что означает аманят? Аманят — это то, что нам оставлено на хранение и для передачи будущим поколениям. Это наша религия, это наш язык, это наша история и наша культура. Габдаров Хазрат, Бигзур Ахмед за такое хорошее интервью. Тоже благодарю вас. Пророк Мухаммед, алейхиссалям, говорит: «Ман лям яшкури нас, лям яшкури Аллаха та'аля». Тот, кто не благодарит людей за добро, которое они делают, он не будет благодарен Аллаху. Я хочу, чтобы было благое продолжение вашего проекта. Этот проект сегодня востребован татарами, тюрками, мусульманами и не только мусульманами Российской Федерации. Хайрле давамы булсын.